Добрый день, меня зовут Эльден Колчакеев, я являюсь консультантом городского управления здравоохранения и хотел бы рассказать немного о денежных компенсациях, которые предоставляются медицинским работникам. Кто вправе получить денежную компенсацию? Это медицинские сотрудники государственных или муниципальных органов здравоохранения, которые были задействованы в обеспечении мероприятий по чрезвычайной ситуации и чрезвычайному положению. Размер денежного возмещения пострадавшим работникам. Работники, получившие инвалидность и для которых исключается возможность дальнейшей трудовой деятельности или до истечения 1 года после заболевания. Инвалиды первой группы имеют право на получение не менее 10 среднегодовых заработков. Инвалиды второй группы имеют право на получение денежной компенсации не менее 8 среднегодовых заработков. Инвалид третьей группы может претендовать на денежную компенсацию не менее 5 среднегодовых заработков пострадавшего работника. Работники, получившие травмы или заболевания по обеспечению профессиональной деятельности, но не получившие степень инвалидности, имеют право на получение единовременного пособия в размере 15-кратного оклада по занимаемой должности. Куда обратиться для получения денежной компенсации? Пострадавший сотрудник обращается в комиссию государственной или муниципальной организации, в которой осуществляет свою деятельность. После чего руководитель организации издает своим приказом состав комиссии, который определяет самостоятельно. Далее комиссия принимает решение с рекомендацией о выплате денежной компенсации, после чего руководитель организации обязан в течение 2 рабочих дней начать процесс выплаты компенсации. Какие документы необходимо предоставить в комиссию? Первое. Заключение уполномоченного органа о степени утраты профессиональной нетрудоспособности и установлении группы инвалидности в случае получения инвалидности. Второе. Акт об обстоятельствах получения заболевания или смерти по установленной форме, согласно постановлению правительства Кыргызской Республики от 11 января 2021 года за номером 1. Третье. Свидетельство о болезни, листок о нетрудоспособности. Четвертое. В случае гибели, смерти, нотариально заверенная копия свидетельства о смерти. Пятое. Заявление на выплату возмещения от лица, имеющего право на получение суммы. Шестое. Заключение служебного расследования по факту заболевания или смерти сотрудника. Седьмое. Копии свидетельства о рождении детей, о заключении брака, паспорта. Восьмое. Справка о том, что имеющие право на возмещение вреда лица в возрасте от 18 до 23 лет обучаются в образовательных учебных заведениях по очной форме. Девятое. Справка о составе семьи и другие документы, необходимые для определения основания выплаты возмещения. Работодатель оказывает содействие в получении всех необходимых документов. В случае, если пострадавший работник не в состоянии получить какие-либо документы, то работодатель обеспечивает истребование этих документов. Основанием для получения денежной компенсации является период непосредственного задействования и исполнения обязанностей в чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Второе – период в течение 1 года после истечения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Возмещение не уплачивается в случае, если претендующий на денежную компенсацию работник оказался замешанным в уголовном преступлении или совершил противоправное деяние, более того, которое уже подтверждено решением суда. Во-вторых, работник, который причинил себе умышленный вред своему здоровью и которое уже подтверждено служебной проверкой либо медицинской экспертизой. В-третьих, это сотрудники, которые не были задействованы в обеспечении мероприятий по обеспечению режимов ЧП и ЧС. Четвертый пункт. Наступили в случае умышленного причинения вреда своему здоровью или совершения самоубийства. В случае возникновения недоразумений
И в случае несогласия с решениями комиссии работник, претендующий на денежное вознаграждение, может обратиться с жалобой в следующие государственные органы. Первое – это Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики. Второе – это уполномоченные органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. Третье – это органы прокуратуры Кыргызской Республики. И четвертое – это суды Кыргызской Республики.